12 специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, хирурги, травматологи, реаниматологи, психоневрологи и педиатры приехали в Ингушетию, чтобы поделиться бесценным опытом и научными исследованиями с коллегами. Конференция, которая проходит в ДРКБ, посвящена вопросам практического здравоохранения в области педиатрии и детской хирургии. Открывает ее заместитель министра здравоохранения республики Лемка Кациева. Нам приятно видеть вас вновь в нашей гостеприимной республике, в здании нашей детской больницы. Очень приятно, Лидия Анатольевна, вас лично, потому что наша последняя встреча, казалось бы, прошло не так много времени, а оборачиваясь назад, мы понимаем, что прошли через очень большие испытания. Я хочу всех вас сегодня поздравить лично от себя, от всего Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. Я думаю, от всех жителей нашей республики, что мы имеем возможность встречаться с вами на такой конференции в таком формате. Какие бы ни были бы передовые технические возможности, они не могут заменить личное общение. Темы, которые будут подниматься в эти 3 дня, я думаю, они будут очень актуальны как для молодых специалистов, так и для людей, которые достаточно долго работают в системе здравоохранения, для практикующих врачей. Возглавляет учебную группу секретарь исследовательского центра Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Тимофеева. В Ингушетию команда врачей приезжает уже во 2-й раз. Также они периодически проводят онлайн-конференции с медиками из ДРКБ. На основании выездов, которые мы проводим в рамках национального проекта здравоохранения, мы видим, что во многих субъектах совершаются одни и те же ошибки, которые мы суммировали, проанализировали и подготовили специальный лекционный материал для того, чтобы врачи могли больше каких-то таких ошибок не совершать. Завтра к нам присоединятся наши коллеги-реаниматологи, детские хирурги. Они будут работать здесь в стационаре, а педиатры поедут в амбулаторно-поликлиническое звено, и там будут встречаться с врачами, которые работают непосредственно в первичном звене здравоохранения, и также обсудят с ними наиболее часто возникающие вопросы и ситуации в педиатрической практике на амбулаторно-поликлиническом этапе. Первый лектор конференции – доктор медицинских наук Майя Бакрадзе. Она поднимает вопросы рационального применения антибиотиков у детей с инфекционными заболеваниями. По ее словам, в большинстве случаев антибиотики назначаются без необходимости. Население не понимает о том, что на вирусы антибиотики не действуют. Что профилактически, раз ребенок заболел вирусной инфекцией, я ему дам антибиотик, и он не заболеет, это ерунда. Наоборот, мы подавляем нормальную флору, и там появляется еще более резистентное. Необоснованное применение, конечно же, кроме всего, к чему приводит, повышает риск развития бронхиальной астмы, ожирения, воспалительных заболеваний кишечника. А вот начальник Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Светлана Лазуренко рассказывает коллегам о важности психологической помощи детям в период лечения в стационаре. Отдельное внимание будет уделено выявлению социальных рисков, которые может заметить врач-педиатр на своем амбулаторном поликлиническом приеме. Вы понимаете, что сегодня в связи с трагедией в Казани этот вопрос крайне актуальный. И те методы психолого-педагогические, которые может использовать приемы обследования врач-педиатр на амбулаторном поликлиническом приеме, также мы обсудим с коллегами. И еще одна тема, которую мы поднимем, это как раз работа с семьей, просвещение родительского сообщества в отношении организации условий воспитания, обучения ребенка. На конференции поднимаются и вопросы, связанные с болезнями верхних дыхательных путей у детей, новые методы в лечении синдрома хронической аспирации грудных малышей, обсуждают вакцинацию и современные возможности ранней психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, они очень актуальны ввиду эпидемиологической ситуации, ввиду новых методических рекомендаций, которые практически еженедельно обновляются. Детская республиканская клиническая больница, она является локомотивом, именно локомотивом в оказании помощи детям в нашей республике. Я думаю, это даст положительный эффект, когда врачи смогут напрямую у специалистов высокого класса спрашивать те или иные проблемные вопросы и, соответственно, получать ответы и делиться опытом. Тем, который наработан у нас,
и с тем, которые имеют федеральные центры. Научно-практическая конференция продолжит свою работу еще 3 дня. Впереди врачей ждут мастер-классы и новые лекции. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.